Друзья, представьте мир без путешествий. Как вы думаете, что такого глобального может произойти? Прекращение туристических потоков – это удар по экономике целых регионов. Страны-лидеры в этой индустрии – Франция, Англия, США – пытаются держать руки на пульсе, потому как мир туризма на грани краха. Команда КАС-бюро взяла эксклюзивное интервью у мировых экспертов. Журналисты из Франции, Лондона, США погрузились в проблемы туристической индустрии. Мы не смогли пройти мимо этой темы, и вы даже не представляете, какие нас ждали испытания. Верховая езда, полет на параплане, потеря голоса – это лишь часть того, что вы увидите через несколько минут. Туризм, как важная отрасль экономики, пока не является эффективной. В чем большое упущение, в частности, правительства и акиматов. Зарубежные эксперты говорят, что у Казахстана есть много шансов стать флагманом туристической отрасли в Центральной Азии. Итак, тема туризм и все ее прелести. Что говорят эксперты о Казахстане? Почему туризм нашей страны не может выйти на новый уровень? Обещаю, этот выпуск будет мега интересным. Смотрите до конца, делитесь этим видео, ставьте лайки. Кстати, эту тему мы обсуждаем и в нашем телеграм-канале. Пройдите по QR-коду, и вы наткнетесь на очень интересные новости. Жду вас там, а мы начинаем. Почему казахстанский туризм топчется на месте? Когда же он наконец-то взлетит? Вопросы, которые кажутся риторическими. Потому как ни одна отрасль в нашей стране не достигла успешного успеха. Также и туризм. Индустрия, казалось бы, набирала обороты с 2017 года. Но уже через 2 года резко развитию пришел конец. Причиной тому пандемия COVID-19. После сокрушительного удара туризм Казахстана оправиться не может до сих пор. Проблемы накапливались годами, а государство всерьез занялось ими только после заявлений президента Касым-Жомарта Токаева. Даже в названии ответственного министерства появилось слово «туризм», и это уже шаг вперед. В своем интервью вице-министр туризма и спорта Ержан Иркынбаев говорит, что для прорыва необходимо проводить усиленную и совместную работу с местными исполнительными органами. Но это пока остается трудной задачей, так как официальных представительств ведомства есть не во всех регионах. Поэтому сейчас об улучшении внутренней инфраструктуры в регионах остается лишь мечтать, говорит чиновник. Я бы хотел, чтобы большее количество людей, живущих в отдаленных селах, занимались туризмом. Не бросали свои аулы утром, не уезжали в мегаполис, чтобы таксовать или продавать на базаре, или где-то там сидеть. А чтобы они, не выезжая из своих сел, делали туризм. Вот агросельский туризм. Круто же. Это столько людей найдет себе работу у себя на селе. Еще и 5 соседей может пригласить работать. Кто-то сосед будет пасеку, там мед продавать, разводить, делать шоу для туристов. Кто-то со своей лошадью приедет, конные прогулки организует, кто-то чья-то сестра или будет готовить баурсаки, там плов и так далее. Вот, community-based туризм. Любите экстрим? Тогда полет на параплане именно то, что вам нужно. Ощутить свободу падения и залипательные виды с высоты птичьего полета. Алматы – это не только город, но и рай для любого путешественника. Я не экстремал, но покорить небо для самоутверждения мне не помешает. С моим голосом, конечно, только стендапы и записывать. Алматы манит любителей активного отдыха, парапланеризм. Здесь на пике популярности. Стоимость полета с инструктором начинается от 30 тысяч тенге. Мы провели в воздухе 15 незабываемых минут на высоте 3200 метров, запечатлев великолепные виды на камеру. Всего это стоило нам 50 тысяч тенге. К этой сумме прибавляется еще 6 тысяч тенге за проезд на фуникулере до места старта полета. Чтобы подняться на вершину, нужна не только физическая подготовка, но и смелость. Этот опыт подтвердил мои слова. Мамочка!
Вороны являются одними из самых умных птиц. Когда речь идет о разведке, эти птицы, согласно исследованиям ученых, реагируют лучше, чем дельфины и шимпанзе. Французы доказывают это на практике. В тематическом парке Пью-ди-Фу крылатые дворники собирают окурки и прочую мелочь и приносят все это добро к специальному ящику, который автоматически дает птицам лакомство. Благодаря этому Пью-ди-Фу второй по посещаемости парк Франции после Диснейленда. Каждый год он принимает около 2 миллионов. В день же сюда приходят сотни туристов. К слову, Франция в 5 раз меньше Казахстана по площади уже 10 лет подряд лидирует в сфере туризма. Знает ли Казахстан французский народ, почему туристы хотят посетить эту страну снова и снова, расскажет мой коллега Джозеф Дюмес. Привет из Парижа. Если привести цифры, то ежегодно страну посещают миллионы туристов. Ожидается, что к 2024 году их число достигнет 100 миллионов. В 2023 году Франция приняла 98 миллионов туристов, что принесло в бюджет страны 68 миллиардов евро и обеспечило работой 2 миллиона человек. Это 8% от валового внутреннего продукта страны, что демонстрирует высокую зависимость французской экономики от туризма. Туристы провели в отелях около 137 миллионов ночей. Большинство из них – европейцы. К сожалению, Франция остается мишенью для террористов. Это подтверждает эксперт Ян Вернери. Несмотря на это, исторические памятники Франции невероятно популярны. Ежегодно открывается доступ ко многим значимым объектам, включая и Елисейский дворец. На протяжении 15 лет Франция остается одним из самых популярных туристических направлений. Среди туристов есть и казахстанцы, однако их число с каждым годом снижается. Я не знаю туристических мест в Казахстане. Слышал о городе Актау, где добывают нефть, вблизи Каспийского моря. Аральское море мне знакомо, потому что об этой экологической катастрофе нам рассказывали еще в школьные годы. Я слышал, что в Казахстане есть много уникальных мест, прекрасная природа, горы. Этим можно привлечь туристов. В этом мире есть люди, которые посетили все страны. Они постоянно ищут что-то новое, настоящее. Например, в Намибии туристы путешествуют ночью, посещают ранчо, которое стоит всего $200, живут там несколько дней. Мы также используем эту модель. То есть я считаю, что нужно правильно использовать имеющиеся локации, интересные места, а не рекламировать туризм в стране за большие деньги или строить красивые здания. Со слов французского эксперта Яна Вернери, в Казахстане нужно развивать джайлау или конный туризм. Кочевой образ жизни – это неотъемлемая часть казахского народа. Юрта, конское седло, деревянные посуды – этого у нас не отнять. Однако данный вид туризма не сильно развит. Например, в Кыргызстане джайло-туризм пользуется спросом среди европейских туристов. Туристические компании договариваются с семьей, живущей в степи, привозят к ним туристов на несколько дней. Путешественники, привыкшие к комфортной жизни, в буквальном смысле превращаются в кочевников. Примечательно, что строить новые дома, развивать инфраструктуру не обязательно. Все, что необходимо, это ночлег и питание. К слову, в Кыргызстане и Монголии въездных туристов в десятки раз больше. Все потому, что они не строят небоскребы, а развивают свою самобытность и культуру. Казахстан ищет свою туристическую идентичность, в отличие от Кыргызстана, Узбекистана и Грузии, имеющих уже устоявшиеся туристические бренды. Наша страна еще не определилась со своим уникальным предложением. Необходимы значительные инвестиции и время для развития выбранного направления. Глава Казахтуризма Кайрат Садвакасов утверждает, что выделяемых денег не хватает на эти цели, потому как большая часть средств уходит на аренду офиса, заработную плату сотрудников и на другие расходы. Сравнивать нас нужно не с регионами, а с нашими прямыми конкурентами. Давайте посмотрим, может быть, не совсем прямой конкурент, но это достаточно сильный будущий лидер в регионе, это Азербайджан. Да, Азербайджан, есть отдельное министерство по туризму, под которыми есть наш аналог.
Азербайджан Туризм, есть Национальный университет, институт кулинарии азербайджанской кухни. Есть колледжи, есть 2 заповедника национальных парка, есть ЮНЕСКО-объекты, которыми они управляют, есть даже горнолыжный курорт. То есть вся экосистема, нужная для развития туризма, у них есть вот под одним органом, под одним зонтиком, которым легче управлять. Но у нас же это тоже есть. У нас это есть на уровне университета и казахтуризма. Да, мы долгое время хотели попробовать управлять национальным парком. Да, потому что в силу разных причин и устройства госуправления, и масштабов страны и так далее, нам немножечко было тяжело договариваться там, с разными игроками в разных министерствах, чтобы нам заходить в турресурсы. Да. Вот, это такой отдельный, наверное, разговор. В принципе, мы не претендуем ни на что чужое, так скажем, да, но мы хотим, чтобы это все лучше координировалось и можно было бы попробовать. Мизерное финансирование казахтуризма – серьезный барьер. Алматы туризм-бюро, в отличие от национальной компании, получает значительно большую поддержку. Камила Лукпанова, руководитель бюро, выделяет 5 ключевых проблем. Дефицит кадров, нет прямых авиасообщений, нет единого бренда, отсутствие взаимодействия с местными властями и государственной поддержки. Что не надо сравнивать там нас с Нью-Йорком, с Лондоном, с Сингапуром. Давайте посмотрим на постсоветские страны, с кем мы более-менее ментально хотя бы похожи, или там исторически в прошлом Грузия, Азербайджан и сейчас Узбекистан. Но опять же скажу, как я говорила, просто потому что руководство ставит ставку на туризм. Грузия давно это поняла, Грузия вливает большие деньги в маркетинг, в бюджет, как в туризм, так и в креативную индустрию. Азербайджан сейчас тоже очень сильно на майс давит. И Узбекистан мы видим сами и наблюдаем, там и Академия ЮНВТО. То есть руководство решило сделать это приоритетом, поэтому все силы, все лучшие, скажем, кадры, мозги, профессионалы, не только иностранные, потому что у нас и своих уже местных тоже хватает, которые в этом разбираются. Они все вот наточены на то, чтобы развивать, привлекать, потому что люди понимают, что внешние деньги – это всегда хорошо для страны. Чешский эксперт Хелена Махуаз считает, что Казахстану нужно развивать деловой туризм. Для этого есть Астана и Алматы. По ее мнению, для привлечения большего количества бизнес-туристов необходимо увеличить число международных конференций, семинаров и бизнес-встреч. В настоящее время лидером в этой сфере является Сингапур, однако Казахстан способен достичь сравнимого уровня развития. Для этого требуется улучшение языковых навыков, повышение качества услуг и регулярное проведение ярких и запоминающихся мероприятий. Я много лет прожила в Казахстане и работала здесь в сфере бизнес-туризма. В этой стране есть все – красота, культурное наследие. Это, как ни странно, что-то новое для европейцев. За 10-15 лет экономический показатель страны вырос. Когда я приехала в Казахстан в 2013 году, мне было очень трудно найти какую-либо информацию о туристических местах. А сегодня такая информация доступна везде. Для развития делового туризма должна быть проделана научная работа. То есть нужно твердо ответить на вопросы, в каком направлении мы будем двигаться дальше, а в каком нет. Затем проводится системная работа. Главное, чтобы эту цель придерживались и другие города внутри страны, регионы и сельские местности. Требуется единство. Да, сегодня Казахстан знают не во многих странах, но 30 лет назад Чехия находилась в таком же состоянии. Сейчас Прага с каждым годом показывает хорошие показатели по деловому туризму. Время не стоит на месте, надо помнить, что конкуренция растет. Конкуренцию создает та же самая Турция. Пляжи страны стали излюбленным местом европейских туристов. 70% экономики этой страны приходится на сферу туризма. Однако в последние годы Турция стала терять популярность среди туристов, особенно среди россиян. Отдых в Турции для граждан России стал менее доступным. Дорожает все без исключения. И питание, жилье, и самые разные сферы.
Подорожание отдыха в Турции стало причиной жалоб российских туристов еще с прошлого года. Стоимость аренды транспорта выросла в 2023 году с $25-30 до $70. Цены продолжают расти. Это связывают с высокой инфляцией. Кроме того, в некоторых туристических центрах наблюдается снижение качества обслуживания. Однако, несмотря на это, страна является популярным местом для семейного отдыха. Турецкий государственный язык Турции. Сегодня в мире на турецком языке говорит около 80 миллионов человек. Из них примерно 60 миллионов проживает в самой Турции. Казахский язык также имеет статус государственного. Число говорящих на казахском языке составляет около 15 миллионов человек. Эксперты считают, что казахский язык можно использовать в туризме в качестве мотивационного инструмента. Ведь, согласитесь, мы выбираем европейские страны или ту же самую Америку из-за английского языка. Он является универсальным международным средством общения. Почему бы в сфере туризма не начать продвигать казахский язык хотя бы на уровне тюркских государств? Кстати, знающие казахский язык могут понимать, может и не в совершенстве, но большую часть множества других тюркских языков, например, турецкий, узбекский, киргизский. Ведь даже певцу Димашу Кудайбергену в одиночку удается прославлять свой язык на весь мир. Слушатели со всего мира настолько интересуются творчеством исполнителя, что даже записываются на курсы казахского языка. Любители Гарри Поттера, Шерлока Холмса и ряда других популярных романов приезжают в эту страну, чтобы пройти по тем местам, где проходили съемки одноименных фильмов. Великобритания. Особенно сильно развит внутренний туризм. Индустрия занимает 5-е место по объему в экономике страны, выше, чем строительство. А как сектор экспорта 3-е место после химической промышленности и финансовых услуг. 2 года назад в общей сложности Британия заработала примерно 238 миллиардов фунтов стерлингов от чуть более чем 21 миллиона приезжих туристов. Сегодня Лондон стал крупным центром делового туризма Европы. Ежегодно в стране проводится 800 выставок с участием не менее 10 миллионов человек. Британцы любят посещать разные страны, но Казахстана в этом списке, к сожалению, нет. В последние годы международный туризм в Великобритании демонстрирует значительный рост. В прошлом году число иностранных туристов достигло 38 миллионов. Это всего на 7% меньше, чем до пандемии. Наблюдается постепенный рост притока туристов из Казахстана. Однако эксперты отмечают, что слабое развитие туристической инфраструктуры в Казахстане снижает его престиж на мировой арене. Отсутствие прямых авиарейсов и бюрократические препятствия – все это тормозит развитие отрасли. Для увеличения потока туристов и роста доходов необходимы инвестиции и разработка эффективной стратегии. Лондон является ведущим мировым центром культурного и исторического туризма. Путешественников привлекают такие достопримечательности, как Британский музей, Таурский мост, Букингемский дворец и театры Вест-Энда. Значительный вклад в экономику Лондона вносят культурные мероприятия и фестивали, например, Лондонский кинофестиваль и Фризи Арт Фэйр. Хотя точных данных о числе казахстанских туристов в Великобритании нет, их интерес к Лондону, несомненно, возрастает. Часто они посещают эту страну с целью образовательного туризма. Наши лучшие направления – Япония, США, Австралия, Индия, Канада и Бразилия. Наши клиенты – пенсионеры. Они работали всю свою жизнь. Дети переехали и хотят наслаждаться жизнью. Казахстан очень интересен для наших клиентов, ведь в этой стране можно найти все, что только захочешь. Одно направление, кажется, охватывает несколько государств. Это очень интересно. Например, меня очень интересует история кочевого образа жизни. Я думаю, что это то, что нужно нашим клиентам. Мы никогда не отправляли своих клиентов в Казахстан, но в ближайшее время хотим этим заняться. Сарань Зомбиленд, Туркестан, Астерикс и Обеликс. В любой части Казахстана миллионер из трущоб. Отар, 9-я рота, Бозжира, Звездные войны. Вы, наверное, думаете, о чем это я? Только представьте, что в нашей стране снимают мировые бестселлеры, хардкоры, триллеры известных киностудий, таких как Paramount Pictures, Walt Disney, Netflix. Вы подумаете, это фантастика? Нет.
Это реально. Например, в старых городах, регионах, удаленных от цивилизации, можно снимать фильмы в жанре хардкор. Конечно, правительству страны не хочется показывать такие места на мировой арене, но не нужно забывать и о коммерческой выгоде. Есть страны, которые строят специально городки, площадки для съемок ужасов. Я не знаю, к сожалению или к счастью, таких уникальных мест у нас предостаточно. Казахстан – страна, известная своими масштабными международными событиями. В 2010 году саммит ОБСЕ принял у себя лидеров 56 стран и представителей 12 государств-партнеров. Зимние азиатские игры 2011 года собрали спортсменов из 27 стран. Международная выставка «Экспо-2017». Посещаемость превысила 2 миллиона человек. Недавно завершились 5-е Всемирные игры кочевников, которые посетили около 600 тысяч иностранных туристов. Эти события подтверждают высокий организационный потенциал Казахстана. Впервые приезжаю в Казахстан, но хочу сказать, что у этой страны есть все шансы на развитие туризма. Ведь Казахстан, его люди такие красивые. Я хочу приехать сюда еще раз. Я много слышал об Алматы, Шымкенте, Мангистау. Думаю, в самой столице тоже есть красивые места. Я увидела в Инстаграм про игры кочевников и сразу решила, что поеду в Казахстан. Мне было очень интересно. Это мой первый визит. Мне очень нравятся проводимые сейчас мероприятия, казахская еда. Я сама из Индии. У нас также хорошо развит туризм. Конечно, повод для радости есть. Тем не менее, следует учесть и финансовую сторону вопроса. Как показывает сравнение, затраты на Экспо-2017 в Казахстане были в 7 раз больше, чем бюджет Олимпийских игр в Париже, при существенно меньшем числе посетителей. Количество туристов, желающих посетить США, ежегодно увеличивается на 20-25%. В стране одинаково развиты все виды туризма – экскурсионный, деловой, пляжный, лыжный, экологический. В Соединенных Штатах сосредоточен огромный рекреационный потенциал, а также большое количество достопримечательностей и музеев. Достаточно сказать, что 4 из 10 самых популярных музеев мира находятся на территории США. Welcome to LA, the city of angels, Los Angeles. Лос-Анджелес – второй по величине мегаполис США. Привлекает туристов круглый год. Комфортный климат, количество творческих людей, множество музеев, галерей и разнообразная ресторанная сфера делают его притягательным. Однако нужно быть готовым к высоким ценам. Кроме этого, Лос-Анджелес прославился большим количеством выставок и мероприятий. Наш кампус славится большим корейским сообществом. Благодаря этому здесь регулярно проводятся различные корейские культурные мероприятия. Мы приглашаем туристов познакомиться с корейской культурой, которая полна интересных открытий. Вы сможете увидеть замечательные копии древних артефактов, а также другие экспонаты. Посещение нашего кампуса – это уникальная возможность познакомиться с двумя культурами одновременно. Китай – один из крупнейших источников туристов в мире, ежегодно тратящих на путешествия $255 миллиардов. К 2027 году число путешествующих китайских семей достигнет 64 миллиона. Популярен красный туризм. После введения безвизового режима Казахстан посетили более 126 тысяч китайских туристов в прошлом году, и многие из них рекомендовали нашу страну своим знакомым. Наш президент и Касым-Жомарт Токаев хорошо ладят, поэтому хочу узнать историю этой страны. Впервые приезжаю в Казахстан с туром, но я не думал, что это так красиво. Приехала, чтобы пройти по шелковому пути, хотелось посмотреть. Кроме того, Китай и Казахстан имеют тесные связи. История содружества двух стран глубока. Друзья, что для вас самое главное при планировании отдыха за границей? Например, для меня важно не завораживающие туры, а то, на чем и как я могу туда добраться. Это все потому, что я мать 3 детей, и для меня безопасность и комфорт моей семьи превыше всего. Поэтому я ни за что не выберу 12-часовой перелет или с пересадкой через соседние страны. Также европейские туристы, которые хотели бы посетить нашу страну. Зачастую из-за отсутствия прямых авиасообщений они отказываются
отказываются посещать Казахстан. И это лишь одна из многих проблем в сфере туризма. Для стимулирования развития туристической отрасли в Казахстане необходимо решить несколько ключевых проблем. Одна из них – сложность достижения некоторых международных направлений. Так, для полета из Астаны в Париж приходится делать пересадку в Узбекистане, что значительно увеличивает стоимость и время в пути. Недостаточное количество международных рейсов из Казахстана также сдерживает развитие туризма. Несмотря на это, наша страна заняла 52-е место в глобальном индексе развития туризма Всемирного экономического форума в прошлом году, что соответствует заявленной цели правительства. Сейчас геополитическая ситуация в мире сложилась в нашу сторону. Почему? Потому что многие направления, которые были интересны для европейцев, они закрыты по ряду причин. Поэтому у Казахстана есть большие перспективы для того, чтобы на наш рынок заходили туристы иностранные, интересовались. Но для этого нужно в первую очередь, чтобы нас знали. Чтобы нас знали, это должно быть построена логистика, авиаперелеты. Из тех стран, если вы сейчас посмотрите, кто представляет здесь туристическую, из туристов, с каких стран, с каких регионов приезжают, то есть это те направления, куда летают наши авиакомпании. Индия, Китай, Россия. Ну, это основные туристические направления. Если нам интересен европейский рынок, то тогда нужно авиакомпаниям выходить на европейские рынки. Франция, Париж, Германия, Швейцария. В этих направлениях работать. Касым-Жомарт Токаев каждый год критикует развитие туризма в стране, однако меняется немногое. В начале выпуска я говорила о том, что можно использовать города-призраки в развитии этой индустрии. Это все равно, что убить одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, если давать локации в аренду для съемок фильмов на мировом уровне, это обязательно скажется на экономике. Ну и во-вторых, это выведет отечественных кинопроизводителей на новый уровень. Интерес к истории, этнике, жизни кочевников также привлекает иностранных туристов. Многие из них заинтересованы в том, чтобы посетить сразу 3 страны Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Туристов интересует Великий Шелковый путь. По территории Казахстана проходило множество караванных маршрутов, возникали и исчезали цивилизации, оставляя после себя великолепные памятники истории и архитектуры. Тем, кто интересуется историей Казахстана, древними легендами и традициями, мы бы посоветовали посетить мавзолей Алашахана, Джушихана, Ходжа Ахмета Яссауи, Арыстан Баба и Айша Биби. Были идеи о том, чтобы ввести визу шелкового пути. Интеграция сыграла бы большую роль в отношениях между тюркскими странами. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.